Вы смотрите новости на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко, и вот главные темы этого выпуска. Заболеваемость COVID-19 устойчиво снижается, однако ограничительные меры будут продлены на территории республики. В прошлом году в регионе произведено 39,8 тонн золота, что является рекордом для Якутии. Планы на этот год еще более амбициозные. В Якутске проходят самые ожидаемые соревнования – лично-командный чемпионат республики по масс-рестлингу, на который приехали сильнейшие борцы со всей Якутии. «40 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Якутии за сутки. Как сообщила в ходе брифинга замруководителя регионального оперштаба Ольга Балапкина, из них в Якутске зарегистрировали 31 случай. В Мирнинском районе выявлены 3, в Нерюнгринском 2. Единичные случаи заболевания зафиксировали в Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском и Усть-Майском районах Якутии. За последнюю неделю ни одного случая не выявлено в 15 районах республики. Обращаем внимание на столицу республики, в котором непосредственно по сравнению с прошлой неделей характеризуется определенного рода повышением количества выявленных случаев. Это связано прежде всего с тем, что у нас достаточно большое количество сегодня снято ограничительных мер, которые связаны как с посещением детьми, так и взрослых различного рода мероприятий, и в том числе и учебных заведений. В связи с чем еще раз обращаем внимание на то, что ограничительные меры, установленные указом главы Республики Саха-Якутия, направленные на снижение, на нераспространение новой коронавирусной инфекции в республике, являются действующими. Ограничительные меры по эпидобстановке будут продлены на территории республики. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе совещания с руководителями районов и городских округов по эпидемиологической ситуации. В частности, будут продлены такие требования, как масочный режим, социальное дистанцирование и дезинфекция. Несмотря на то, что в целом ситуация улучшается, Айсен Николаев призвал в преддверии весенних праздников во всех населенных пунктах усилить контроль за соблюдением ограничительных мер. Мы уже видим рост заболеваемости ОРВИ, скоро ожидаем грипп. Это может спровоцировать и рост числа заболевших коронавирусом. Вместе с тем люди расслабились, многие игнорируют масочный режим. Есть случаи проведения мероприятий со 100% наполнением залов, а это недопустимо, подчеркнул глава Якутии. Стоимость поездки на скором поезде от якутского поселка Нижний Бестях до Владивостока составит от 4500 рублей. Ориентировочно время в пути от Нижнего Бестяха до Владивостока составит 2,5 суток. Стоимость проезда в купейном вагоне составит от 7000, а в плацкартном от 4,5. Запуск скорого поезда Нижний Бестях-Владивосток планируется в 2021 году. Это позволит повысить качество транспортного обслуживания населения и улучшить связи между регионами Дальнего Востока. Министерство иностранных дел России опубликовало видео, на котором 8 сотрудников российского посольства в КНДР с членами своих семей долгим и трудным путем возвращаются на родину. На кадрах можно увидеть, как сотрудники самостоятельно толкают нагруженную чемоданами дрезину по железнодорожным путям. Пассажирское сообщение между двумя странами было закрыто более года назад из-за пандемии коронавируса. Также в ведомстве сообщили, что главным двигателем несамоходной дрезины был третий секретарь посольства, а самым юным путешественником оказалась его 3-летняя дочка. Золотодобывающие компании республики в 2020 году выплатили в бюджет региона в общей сложности 12 миллиардов 800 миллионов рублей. Рост вызван увеличением производственных мощностей на предприятиях Нерюнгри-Металлик, Полюс-Алдан, Селигдар и Тарынская золоторудная компания. Кроме того, положительное влияние оказал рост цены на золото, которая в августе прошлого года достигла рекордной отметки в $2037 5 центов за унцию. Также на объемы золотодобычи оказали влияние стабильное финансирование геолого-разведочных работ, планомерная работа властей региона и Минпромгеологии по решению текущих проблем предприятий и снижению административных барьеров. Отмечается, что в прошлом году в регионе произведено 39,8 тонн золота, что является рекордом для Якутии. В 2021 году планируется произвести свыше 40 тонн драгметалла.
В Якутске в Арктическом государственном агротехнологическом университете проходит дегустация мяса крупного рогатого скота калмыцкой породы. Мероприятие проходит в рамках внедрения адаптивных технологий содержания специализированного мясного скота в условиях Якутии. Так, в дегустационную комиссию вошли 12 экспертов из животноводческих хозяйств, Министерства сельского хозяйства республики, а также технологи пищевого производства известных ресторанов города. Экспертам подали блюда разной технологии приготовления для лучшего выявления вкусовых качеств продукта. После дегустационной оценки продукт ждет лабораторное исследование, где его проверят на пищевую ценность и состав. Там будет у нас определяться бульон, объектами будет бульон, потом отварное мясо, стейк и бифштекс. Здесь как бы у нас акклиматизированный калмыцкий скот, потом помеси первого поколения. Это у нас получается, что якутский скот с калмыцким, да, помесь первого поколения. И вот мы сравниваем, что там у него изменилось, да. Вот, вначале вот мы органолептическую проводим, физико-химические, потом еще в лаборатории будем проводить, и другие исследования. С 26 по 28 февраля в городе Якутске проходят самые ожидаемые соревнования. Лично-командный чемпионат республики по масс-рестлингу на призы Гаврила Десяткина. Ежегодно чемпионат собирает на помосте более 300 сильнейших участников со всей республики. И этот год не станет исключением, ведь по итогам соревнований будет сформирован состав сборной команды Якутии для участия на чемпионате России. Соревнования проходят по действующим правилам Всероссийской Федерации масс-рестлинга по системе выбывания после 2 поражений с разделением на группы А и Б. Соревнования проходят на 3 дня. Вчера провели мандатную комиссию, и сегодня выступает 7 весовых категорий. Завтра у нас тоже в субботу 7 категорий, и в воскресенье 6 категорий выступает. Более 25 лет в Нерюнгринском районе работает районное общество инвалидов, объединяющее жителей с ограниченными возможностями здоровья. Общественная организация заботится о своих подопечных, помогая организовать жизнь, заботу о здоровье, общении и досуг. Большое внимание здесь уделяют здоровому образу жизни. Насколько спорт популярен среди членов общества, узнавала Екатерина Павлова. Сегодня в общественной организации состоит 503 человека. Это люди разных возрастов и интересов. В обществе, помимо социально-бытового направления, они объединяются в творческом развитии и спорте. Приходим, играем, тренируемся, когда возможность есть. Вот не было, год не ходили, так все только и звонили. Ну когда откроют, когда пойти хоть. Поэтому спорт очень много дает. Это настроение хорошее, здоровье, общение с людьми. Татьяна Нигай, председатель общества, является еще и инструктором по адаптивно-физической культуре, где охватывает все нозологии. Этот вот год расслабил людей очень, и как-то вот сейчас опять по крупицам начинаю все собирать. Но есть такие, кто вот хочет, кто прям вот соскучился за залом. Конечно, не пускают пока в залы. Но мы здесь собираемся у себя в обществе, занимаемся йогой сейчас, вот тоже потихоньку начали, тренажеры у нас, в общем, вот коньки. После снятия некоторых ограничений копилка спортсменов общества инвалидов начала пополняться новыми наградами. Так, команда Нерюнгринского района стала бронзовым призером чемпионата Республики Саха-Якутия по волейболу среди лиц с нарушением слуха. Нам уже 7-й десяток. На мастерстве мы с молодыми, как бы не хуже их. И они даже ждали команду с Нерюнгри. Говорит, она очень интересная, такая боевая, с ними интересно играть. И мы показали себе. 3-я, правда, ничего, будем тренироваться. А в чемпионате республики по стрельбе из пневматического оружия среди лиц с нарушением слуха Нерюнгринский район представлял мастер спорта Роман Бычев. Спортсмен занял призовое 2-е место и по результатам соревнований вошел в состав сборной республики по пулевой стрельбе среди лиц с нарушением слуха. Я заниматься спортом давно начал, еще лет 10 назад. Спорт, прежде всего, сам по себе мне интересен. Это как и хобби, и как спортивное занятие. Спортивные достижения людей с ограниченными возможностями здоровья поражают своим размахом. Для кого-то спорт – это возможность расширить свои функциональные возможности, улучшить здоровье. А для кого-то – шанс овладеть высоким спортивным мастерством и даже пополнить ряды паралимпийской сборной страны. Сегодня для этого уже есть отличные результаты и большие возможности. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри.
На этом пока все, но о развитии событий мы расскажем в следующих выпусках новостей. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию.